Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Сердар Бердымухамедов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк. Новый современный детский парк появится в городе Аркадак. Делегация Меджлиса Туркменистана посетит Республику Корея и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Визит главы государства в США продлится до 20 сентября. Президент Туркменистана примет участие в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН, а также в первой встрече в формате многостороннего сотрудничества стран Центральной Азии и США. Наряду с этим глава государства проведет ряд двусторонних встреч, в том числе и с генеральным секретарем ООН. Президент Туркменистана подписал постановление, разрешив Якимлику Гёктепинского и Трапа Ахалского вилаята заключить с хозяйственным объединением Чизгы контракт на проектирование и строительство в городе Аркадак детского парка с благоустройством прилегающих территорий. Документом предписано начать строительные работы в октябре этого года и сдать объект с полной готовностью к эксплуатации в июне 2026 года. Делегация Меджлиса Туркменистана во главе с Дунья Гузель Гулмановой отправится в Сеул с 17 по 20 сентября для участия в межпарламентском форуме стран Центральной Азии и Республики Корея. В Туркменистане планируется строительство современных зданий на железнодорожных станциях города Байрам-Али-Марийского вилаята, Кахкинского и Бахарденского и Трапов Ахалского вилаята, а также города Балкан-Абад Балканского вилаята. Об осуществляемой работе по реализации планов дальнейшего развития железнодорожной инфраструктуры доложил на заседании Кабинета министров генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций Мамедхан Чакыев. В Туркменистане ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности, отмечаемому ежегодно 10 октября, приурочены физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия, которые запланировано провести 8-9 октября по всей стране под лозунгом «Туркменистан – страна счастливой, здоровой и высокодуховной молодежи». 14 по 15 октября в умном городе Аркадак состоится первый кинофестиваль, в котором примут участие творческие коллективы и молодые таланты из стран Центральной Азии. Основной целью кинофестиваля является выявление молодых талантов, развитие туркменского киноискусства, патриотическое воспитание молодежи, а также ознакомление мировой общественности с уникальным городом Аркадак. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и очередном призыве граждан на военную службу. Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря этого года будут призваны на военную службу граждане Туркменистана мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку. Вместе с тем, в этот же период будут уволены в запас военнослужащие, прошедшие военную службу по призыву и отслужившие установленные законом сроки. Хью Джекман и его супруга Дебора Ли Джекман приняли решение о расставании после 27 лет брака. Актеры пояснили, что планируют расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост. Об истинной причине развода пара не сообщает. «Мы почти 3 десятилетия прожили вместе, как муж и жена в прекрасном любящем браке. Сейчас наш путь меняется». Так они заявили представителям прессы. От брака с Деборой Ли Джекман у актера есть 2 детей, 23-летний сын Оскар и 18-летняя дочь Ава. Уникальный комплекс операций провели аргентинские хирурги-трансплантологи. Они пересадили органы от одного донора сразу 3 детям. Таким образом, один донор спас жизнь сразу 3 маленьким пациентам. Больница Гарахан занимается вопросами трансплантации органов с 1992 года. За это время таких операций в ней было проведено более 1000. Стал известен соперник Довлетжана Яхшимурадова на Беллатор 300. Туркменский полутяжеловес проведет бой с поляком Мацеем Ружански. Соперники встретятся 8 октября в Сан-Диего. Яхшимурадов идет на серии из 2 побед. Свой последний бой туркменский боец проводил в марте этого года на Беллатор 292, где победил единогласным решением судей литовца Джулиуса Энгликаса. Ружанский, в свою очередь, проиграл по очкам Карлу Муру в феврале 2023 года. 34-летний Довлетжан Яхшимурадов получил контракт с промоушеном Беллатор в декабре 2020 года. Спортсмен стал первым бойцом на Беллатор из Туркменистана.
На его счету значится 20 побед, 7 поражений и 1 ничья. Новичок киргизской премьер-лиги Мурас Юнайтед обыграл действующего чемпиона Абдышату в финальном матче Кубка Киргизстана по футболу. Встреча прошла на главной спортивной арене города Бишкек, стадионе имени Долена Умурзакова, и завершилась со счетом 2-1. В составе победителей отличились Чингис Идрисов и Артем Сердюк. За кантовчан мяч забил туркменский защитник Теймур Чарыев. Напомним, в товарищеском матче против сборной Бахрейна Чарыев забил дебютный гол за сборную Туркменистана. Иранский футболист туркменского происхождения Сердар Азмун дебютировал в официальных матчах за итальянскую Рому. Дебют Азмуна состоялся в матче 4-го тура серии А с Эмполи. Встреча завершилась со счетом 7-0 в пользу римлян. Азмун появился на поле на 84-й минуте матча, заменив Ромелу Лукаку. Напомним, Рома объявила о подписании контракта с Сердаром Азмуном 26 августа. Нападающий Байером подписал контракт с итальянским клубом на правах годичной аренды с правом выкупа за 12 миллионов евро. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.